Сегодня в Минске начала свою работу 28-я книжная выставка-ярмарка. Открытие состоялось, несмотря на скептические прогнозы. Причем официальный статус «международная» тоже сохранили. Форум традиционно собрал книжные новинки разных стран. Приветствие участникам направил президент. Символично, что центральным экспонентом нынешнего форума выступает Содружество независимых государств. В год 30-летия этой авторитетной международной организации Беларусь председательствует в Содружестве. Минск всегда был и остается принципиальным приверженцем созидательного сотрудничества и всесторонней интеграции на постсоветском пространстве. Знаковые издания государств-участников СНГ, представленные на выставке, призваны содействовать укреплению гуманитарных связей наших стран и народов, говорится в приветствии. Что можно найти на книжных полках и кто сломал ковидные барьеры печатными посылками? Репортаж Лидии Заблоцкой. Пока в этом году ваша выставка – самое яркое явление. Иран – цивилизация с древней историей, потому часть эпохальных книг мы доставили прямиком из Тегерана. Посольство Венесуэлы приглашает взглянуть на наши книжные полки. Из личной библиотеки им почти 30 книг, от статистики до художественной литературы. Кажется, никаких закрытых границ не существует. Специально для выставки-ярмарки в Минск доставили сотни книжных посылок. На этот раз в лабиринте легендарной ромашки 20 зарубежных островков. География от Австрии до Китая. Конечно, мы соблюдаем все карантинные меры, сдали ПЦР. Нам бы охота было, конечно, с таким желанием приехали. Здесь у нас национальная библиотека из Астаны. У нас здесь представлены литературы на 2, на 3 языках. Культуру Казахстана. Провести ликбез по географии страны вместо Википедии может каждый гость, а изучить лучшие из последних изданий, да и близкое по менталитету, зовут к центральному экспоненту. Читать не между строк, а с комфортом и вовлеченностью у стенда Содружества независимых государств. Вместо помпезного эпицентра уютная квартира, такой символ общего дома СНГ. Как видите, здесь есть даже детская со своей домашней библиотекой. Ну, конечно, не обошлось и без кухни. Там взрослые дискутируют на важные темы за круглым столом. Сыграли на теме карантинной изоляции. Сидя дома, читать стали больше, потому теперь есть что обсудить. Рядом максимум изданий, отпечатанных в Беларуси за 2020. Количество приближается к 8000. Книг немножко меньше мы издаем по отношению с каждым годом. Я уже говорил, что это, скорее всего, такая объективная причина. Все-таки есть переток в диджитал, скажем так, среду. Но никто не отменяет бумажный учебник. Да. Я хочу сказать, что достаточно большая часть из этих книг, которые мы издается, это учебная литература. Не скрывают, что есть и проседание по продажам книг. Здесь же причина – все больше людей переходят в онлайн или аудиоформаты. Однако сама выставка-ярмарка, даже количество людей здесь, может с этим фактом поспорить. Больше 150 мини-филиалов издательств здесь. Только из России 27. Бестселлеры прямо со станка и сразу в Минск. Причем со скидками в 15% от розничной цены. У каждого покупателя. Мы не из Минска, мы приехали и очень счастливы. Тут, в общем, есть все для того, чтобы духовно продолжать развиваться, даже глядя на эти книги, что это все не угасает, все это продолжается, это просто замечательно. Вообще мы пришли сюда волонтерами от университета БГТУ, ну и заодно посмотреть книжки какие-то, есть новинки посмотреть. Мы подводим итоги своеобразные и показываем самые наши книги, которыми мы гордимся. Это, например, книга «Храм-памятник земли белорусской» о Всесвятском соборе. Это энциклопедия Владимир Короткевич персональная, которая тоже долго готовилась, было вложено очень много труда. Выпуск не уменьшился, у нас большие планы на 2021 год. Традиционно расписана и интерактивная программа. Каждый час параллельно на главной сцене у национального стенда и точек издательств презентации книг от авторов, автограф-сессий и даже вокальные композиции. Впервые проведут и литературный конкурс стартапов для поиска и продвижения перспективных белорусских авторов. Чем не повод получить рецензию своего сочинения сразу в максимальной концентрации литераторов. Культура не терпит масок и не терпит социальной дистанции. Это так, действительно. И вот во времена ковида культура в целом доказала, что без нее было бы невозможно выжить. Это своего рода еще одна вакцина.
Потому что когда люди находились в изоляции, на карантинах, в локдауны переживали, то книга была спасительным кругом. Это вообще спасительный круг, который брошен человечеству. Книжная ярмарка очень уместна сейчас. Книжная ярмарка – это всегда символ некой жизни, которая продолжается. Для книгоманов действует и традиционный поэтический трансфер. Бесплатный автобус доставит прямо к выставочному комплексу от станции метро Немига. И уже завтра в холле презентуют историю белорусской государственности в пятитомнике, эксклюзивную серию книг о запуске белорусской АЭС и детские сборники с дополненной реальностью. Лидия Заблоцкая, Александр Олешко, агентство теленовостей.